Хлебзеку хатырыску аделю хопшча, с коллегача, жуларбжаратбе пресс-центр Аусура Яцнацойд, Харахакуб и Шуйцо Айфирагна. Международный пресс-центр продолжает свою работу. Ишдуруепш апснахада ялхраква мюапыситха и пхедзо. Асад юажерзы алхра тупкузаги аркан. Уажазы абышкоры пхедзера а процесс мюапысой. Апсналхрат комиссия хадахан певю Дмитрий Маршан яхзейте хуй яйзакна абжатара процесс шимюапысыз. Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан подробно расскажет и о явке избирателей. Спасибо за внимание. Уважаемые гости, уважаемые журналисты, мы сегодня целый день вместе. Я уверен в том, что ваша усталость, она оправданная. И сегодня мы можем друг друга поздравить с тем, что выборы состоялись. Участки в 8:00 были закрыты, в 20:00. Вот. Поэтому те результаты, которые сегодня у нас есть на данный момент, мы озвучиваем на 19:30. Вот. Данные на 19:30. По стране проголосовало около 95 тысяч человек, вот, что в процентном соотношении выражается в 65%. Это по республике в целом. Вот. Что касается города Сухум, то здесь проголосовало 59%. По округам, если смотреть, 55% первый округ, второй округ 52%, третий округ 62%, четвертый округ города Сухум 57%, пятый округ также 57%, шестой 60%, седьмой 62%, восьмой 57%, девятый 67%. Это по городу Сухум. Что в совокупности, как я и сказал, 59%. Что касается Гагарского района, 10-й округ 63% с половиной, 11-й округ 68%, 12-й округ 61%, 13-й округ почти 58%, 14-й округ 64,5%. По Гагарскому району и по городу Гагра в целом получается 62,5%. Что касается Гудаутского района и города Гудаута, 15-й округ, 71% проголосовал. По 16-му округу почти 70%. По 17-му 79% с половиной. 18-й округ 64%, 19-й округ почти 60%, 20-й округ 74%, 21-й округ 67,5%, что в совокупности по Гудаутскому району получается 70%, почти 70%. Что касается Сухумского района, 22-й округ 67% проголосовало, в 23-м округе 71%. По Сухумскому району в целом получается около 70% проголосовало. По Гульрыбскому району 24-й округ 61%, 25-й округ почти 63%, 26-й округ 70%. В совокупности получается по району проголосовало почти 65% населения. Что касается Ачамчирского района, в 27-м округе проголосовало 72%, в 28-м почти 75%, в 29-м 71%, в 30-м 70%, в 31-м 67%. В 32-м 53,5%. В целом по городу Ачамчира и по Ачамчирскому району получается 66,5%. По Ткварчельскому району 33-й округ 59,5%, 34-й округ 70%. Итого по Ткварчалу и Ткварчельскому району 63%.
И последний округ Гальский, 35-й, проголосовало почти 70%. Что касается наших участков, которые расположены на территории Российской Федерации, Москва и Черкесск. В Москве проголосовало 2680 человек. В Черкесске проголосовало 1902 человека. Итого, как я вам ранее говорил, 65% от числа избирателей, что в процентном соотношении около 95 тысяч человек проголосовало на территории Абхазии и на тех участках, которые расположены в Москве и в Черкесске. Это данные на 19:30. Спасибо. А сейчас слово предоставляется члену избирательной комиссии ЦИК Алясу Бранзе. Добрый вечер. Хотелось бы немного о цифрах. Некоторые журналисты просили информацию с прошлых выборов. И хотелось бы сказать, какие цифры. В 2020 году количество граждан, принявших участие в голосовании, составило 95 109. И количество избирателей, принявших участие в голосовании в 2014 году, составило 99 859. В настоящее время, на 19:30 у нас 94 313. Итого мы можем видеть, что примерно явка избирателей, скажем так, в среднем одна и та же. То есть с небольшой погрешностью она примерно одна и та же цифра. Аляс, спасибо. Коллеги, вопросы? Микрофон передайте, пожалуйста. В сетях гуляют большое количество неких протоколов, правда, без нумерации, без печати и так далее. Скажите, пожалуйста, в Центральную избирательную комиссию какие-либо протоколы с избирательных участков уже поступили? Пока никаких оригиналов к нам не поступало. И копии тоже так же. Пока еще на местах подсчитывают, поэтому предварительные данные мы пока вам дать не можем. Но что касается в социальных сетях, возможно, фотографируют или же фейковые новости опубликовывают. Данных пока в ЦИКе нет. Ни по одному участку. Спасибо. Дмитрий Зурабович, скажите, пожалуйста, в ЦИК поступали ли какие-то обращения о нарушениях, как в Абхазии, так и на участках на территории России, в частности, в Черкесске и Москве? Спасибо. Как я вам ранее говорил, если говорить по жалобам, тогда в основном это обращения, которые были по тем округам, где не давали возможность сфотографировать дополнительные списки. Законом, регламентом ЦИК это запрещено. Но мы даем возможность не только ознакомливаться в соответствии с законом, но и выписывать фамилии тех людей, которые имя, фамилия, отчество тех избирателей, которые проголосовали в дополнительном списке, чтобы в этом отношении не было никаких секретов. Потому что, как вы знаете, в дополнительный список попадают те люди, которые не имеют прописку, и они у нас берут удостоверение на право голосования. Для того, чтобы это проконтролировать, избирательные наши комиссии, они в дополнительный список включают их. Что касается кандидатов в президенты, у них штабы в этом плане тоже работают бдительно, и чтобы исключить двойное голосование, мы дали такую возможность, чтобы наши представители, которые находятся там, давали возможность выписывать данные тех людей, которые проголосовали дополнительным списком. Что касается других замечаний, которые могли бы повлиять на данный момент, на данный процесс избирательный, пока еще нет. По Черкесску я вам говорил, что было нарушение установлено. Насколько нам известно, человек хотел проголосовать не своим паспортом, сославшись на то, что он перепутал паспорт своих родителей. Но это заактировали, и данный процесс был остановлен. Других нарушений ни по Москве, ни по Черкесску не было, никаких нареканий. Наши представители от Центральной избирательной комиссии по одному человеку находились и в Черкесске, и в Москве. Это люди, которые имеют опыт,
в наблюдении, поэтому если бы что-то там произошло бы, они нам сообщили бы. Спасибо. Есть еще вопросы? Есть. Можно узнать в итоге, сколько человек получили удостоверение на право голосования? Я прошу прощения, да, по окончательную цифру не могу сейчас сказать, потому что мы не успели, буквально готовили информацию для вас. Завтра в любом случае мы будем опубликовывать предварительные итоги выборов. Полная информация по количеству выданных, в том числе удостоверений на право голосования, мы предоставим. Есть еще вопросы? Выборы, да. Как вы знаете, предварительные итоги голосования мы завтра в 12 часов будем готовы вам объявить. Спасибо вам за внимание. Вы сегодня проделали колоссальный труд. Мы это ценим. Надеюсь, что и вы видите, что мы старались с полной отдачей работать сегодня в этот ответственный день. Еще раз благодарю за внимание. Коллега Шауахастара Кошимамзар, Айнуцхапя Аускор министр Инабанцакуна Загзо Роберт Кют, Айхшала Кайцойт, Амшиялакзана, Алхарта Тыпкоргна Абжитаран, Ауапсыр Шартадара Ахензейшказ. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кьют подведет итоги работ правоохранительных органов по обеспечению правопорядка в ходе выборов президента Абхазии.